Лесозаготовители Сысольского района всерьез обеспокоены за свой бизнес. В электронных аукционах на делянке все чаще участвуют и выигрывают конкуренты из других регионов страны. Они буквально заламывают цены, а местным торговаться невыгодно. При этом в конкурсе на право долгосрочной аренды участвуют лишь единицы. Найти выход из сложной ситуации пытались на выездном совещании в Визинке. Что из этого вышло, знает Евгения Кладкевич. Небольшое лесное предприятие в Визинге Василий Ермолин открыл в 2006-м. Заготовка древесины, изготовление и реализация доски, в дополнение сезонная продажа дров населению. Первые годы бизнес шел в гору, однако сейчас прибыли едва хватает на оплату труда рабочих. В прошлом году аукционных делянок было 3. В общем где-то объеме, наверное, 1010, наверное, в общем объеме будет по 3 делянкам. 2 в Куратовском лесничестве, 1 в Визинском. В этом году электронные торги. И так уже в том году у нас в район пришли, кроме своих, появились уже люди посторонние. А в этом году с этими электронными аукционами, так я не знаю, что будет, какие цены. То бишь они-то пройдут, и лесфонд будет, но вопрос, какая цена будет на корню. Большая часть лесного фонда Сысольского района осваивается крупнейшими лесными предприятиями Коми. Малым предпринимателям отведено лишь около 20% от общего объема. Положение усугубляет и факт, что в аукционах на аренду и куплю-продажу лесосек участвуют и другие регионы. Предлагая высокие цены, они чаще и выигрывают гонку. Федеральное, опять же, законодательство не ограничит право предпринимателей участвовать в данных процедурах. И эти аукционы организованы не только для Республики Коми, они организованы на территории, но они открывают возможности для всех. И закрыть – это значит нарушить порядок, федеральный порядок. Министр природных ресурсов Коми настоятельно рекомендует предпринимателям чаще пробовать свои силы не в аукционах, а в конкурсах на право аренды лесного участка. Порядок проведения, в отличие от аукционов, здесь уже регулируется на местном уровне. Аренда лесосеки по условиям конкурса, как правило, долгосрочная, что в случае победы дает предпринимателям шанс строить планы по развитию на годы вперед. Предприятие-участник же, в свою очередь, должно быть официально зарегистрировано на территории Коми, проводить социально ориентированную работу и обязательно иметь в своем штате не меньше 10 официально устроенных работников. Вы становитесь белыми с точки зрения денежных потоков, становитесь ответственными с точки зрения заработных плат и становитесь интересными для главы, для района и для жителей с точки зрения социальных обязательств. Участники конкурса должны иметь статус переработчика древесины. Нередко победители аукционов продают древесину, например, за рубеж, причем по очень низким ценам, а в переработке они просто не заинтересованы, что несет значительный урон развитию лесоперерабатывающего комплекса не только отдельных регионов, но и страны в целом. Евгения Кладкевич, Олег Юшков, телеканал Юрган, Сысольский район.